ДТП на трассе Вилюй в Горном районе. Есть пострадавшие и погибшие. Чем занять детей во время летних каникул? Наши нерюнгринские коллеги расскажут о пришкольном лагере дневного пребывания. Нешуточные страсти на ипподроме. В Якутске прошли традиционные конные скачки на призы правительства республики и Федерации конного спорта Якутии. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Сегодня на трассе Вилюй в Горном районе произошла авария. Установлено, что в 45 километрах от населенного пункта Бердигистяк Горного района на 140-м километре федеральной автодороги Вилюй произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Toyota Hiace и Mitsubishi Canter Авто. Всего в микроавтобусе находилось 12 человек с водителем. В результате ДТП пострадало 8 человек, из них 3 погибло. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Горного района. В ходе организованного взаимодействия установлено, что ДТП произошло в 45 километрах, не доезжая до населенного пункта Бердигистяк Горного района. В результате ДТП пострадало 8 человек, из них погибло 3 человека. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу Горного района. Всего в микроавтобусе находилось 12 человек с водителем. На месте происшествия находятся силы и средства ОГПС по Республике Саха-Якутия номер 16 в составе 4 человек и 1 единицы техники. В летний период Управлением Роспотребнадзора по республике проводится еженедельный лабораторный мониторинг состояния водных объектов. Санитарные врачи следят за состоянием воды в озерах Сергелях, Хатын-Дюрях, речке Шестакова и реке Лене в районе Зеленого Луга, Захаровки и Петуховки. Все пробы на микробиологические исследования соответствуют нормам Санпин. Однако единственным установленным местом купания населения на территории города Якутска является исключительно городской пляж в 202-м микрорайоне. Петицию на запрет цирков с участием диких животных в республике подписали более 1000 якутян. Оказаться в цирке для животного – это значит навеки потерять свободу. 95% времени проводить в одиночестве, в тесной клетке, где невозможно встать в полный рост и развернуться, говорится в тексте петиции. Весь этот сыр-бор разгорелся после прибытия в столицу региона с гастрольным туром итальянского цирка. Они привезли в Якутск программу «Слоны и тигры». Впрочем, несмотря на сбор петиций, репетиции с диковинными для северных широт животными идут полным ходом. Представления состоятся с 20 июля по 18 августа. А к петиции руководство цирка относится по-философски. Нужно расставить приоритеты и понимать, что не в цирке мучают животных, а есть глобальное отношение у людей, немножечко исковеркано к своим животным. Я любитель животных, у меня живут и домашние животные, и цирковые. Поэтому я считаю, что нужно бороться абсолютно с другими силами, бороться за то, чтобы сохраняли природу, за то, чтобы не убивали редких животных. Вот за это надо бороться. А то, что люди работают с животными, как с коллегами, я считаю, этим заниматься не нужно. Единственное, что нужно выявлять какие-то факты жестокого обращения. Рассказать миру о народах Севера, их культуре, традициях и обычаях. С этой целью в Якутск приехали польские режиссеры, сценаристы и продюсер из Санкт-Петербурга. Они представили свои культурные проекты, с ними познакомился наш корреспондент Денис Тишин. История столетней давности глазами современных женщин-венкиек. Польско-российский документальный проект под необычным названием «Митсыха не боится самолетов» посвящен изучению самобытной культуры северных народов польской ученой и антрополога из Оксфорда Марии Чеплицкой в начале 20 века. Ключевую роль в ее исследовании сыграло знакомство с тунгусской Митсыхой, которая стала проводником Чеплицкой в мир, куда еще не ступала нога европейского ученого. Проект мультикультурный, он включает в себя и создание документального проекта и мастер-классы, воркшопы, участие представительниц и венкийского этноса на площадках презентации проектов. На главную роль Митсыхи польский режиссер Гжегош Пацек и продюсер из Петербурга Мила Кудряшова ищут девушку-венкийку от 25 до 40 лет, проживающую в Якутии. Но возраст здесь не главное. Куда важнее желание узнать национальную культуру, язык и владение каким-либо творческим навыком. Петь, танцевать, рисовать и знать обряды. Ведь героиня документального фильма будет представлять нашу республику за рубежом. К сожалению, Митсыха уже давно не с нами, и она не написала ничего. Тогда возникла идея, что надо
это себе вообразить, и это должны себе вообразить как-то эвенкийские современные женщины. 10 июля в павильоне национальной вещательной компании «Саха», которая выступает партнером проекта, состоялся кастинг на роль Мицихи. Съемки фильма на территории Якутии пройдут с 13 по 15 июля, а премьера кинокартины состоится не раньше 2022 года. Продюсер и режиссер приехали. А съемки полностью вот здесь в Якутии производит национальная вещательная компания «Саха». Остальные съемки будут проходить в Польше и в Англии. «Мициха не боится самолетов» – не единственный интересный проект, который планируется реализовать на территории Якутии. «Динозавры вечной мерзлоты» – это попытка заглянуть на миллионы лет назад и узнать больше об огромных существах, живших в арктических районах республики. Особенностью проекта является участие в нем детей. Они исследуют кости аллозавров с 2000 года под руководством научного руководителя Петра Колосова. Якутские дети из деревни Харо, которые в течение 12 лет постоянно ходят в экспедиции без транспорта, без специального обмундирования, чтобы прикоснуться к вечности истории, к экологии родного края. Большую заинтересованность в продвижении якутской культуры за пределами России проявляет Министерство культуры Республики Саха-Якутия, а также музейные учреждения. Эти проекты нам очень интересны. Я думаю, что они сыграют большое значение в укреплении наших взаимоотношений с Польшей и вообще в реализации такого культурного сотрудничества. Польский режиссер Гжегош Пацек признается, он давно мечтает вернуть эвенкийскому народу старинные артефакты. 2 кукол-идолов, шаманскую одежду и предметы быта, которые сейчас находятся в музеях Оксфорда и Кракова. Если, конечно, сами эвенки проявят к ним интерес. Денис Тишин и Григорий Николаев, Якутск. С наступлением длительных летних каникул перед родителями стоит вопрос о том, чем занять детей. Один из вариантов – пришкольный лагерь дневного пребывания под присмотром педагогов. Об этом виде отдыха детей в Нерюнгри расскажут наши коллеги. Школы Южной Якутии распахнули свои двери для 2-го сезона лагерей дневного пребывания. В течение смен ребята ходят в походы и посещают экскурсии, занимаются спортом и участвуют в интересных мероприятиях. При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающие из категории малообеспеченных многодетных семей, семей группы риска, детей под опекой. Во второй смене 168 детей. В лагерях они проводят досуг. Самая главная задача – это чтобы они отдохнули. Их очень хорошо кормят, во-первых. Во-вторых, они занимаются такой деятельностью, как поделки, рисунки, чтобы у них успокоилась нервная система. Вот сейчас, когда у нас как раз закрытие будет лагеря, будет творческие поделки, это творческие работы. Вот они сейчас собирают монетки, и потом они свои эти рисунки, поделки друг у друга покупают. Это самая интересная такая программа будет в конце сезона. В развлекательной форме, как и на празднике «Якутия моя родная», детей знакомят с национальными традициями и историей. Детей наряжают в национальные костюмы и предлагают выступить со своими номерами, вовлекая в мероприятие. Кто-то исполнил якутские национальные танцы, а кто-то с волнением и трепетом рассказывал свои стихи. Кругом леса, моя Якутия, моя республика Саха. Воспитатели старались помочь детям и поддерживали их на выступлениях. Мы играем, рисуем, в догонялки играем. Но мы идем гулять, танцуем, делаем конкурсы. Летние пришкольные лагеря в Нерюнгринском районе работают в 2 сезона. Отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 1000 обучающихся. 2-й сезон детских пришкольных лагерей закончится 22 июля. Екатерина Павлова, Татьяна Дебрина, Захар Головин, Нерюнгри. Нешуточные страсти разгорелись в минувшие выходные на ипподроме Якутской сельхозакадемии. Там прошли традиционные конные скачки на призы председателя правительства республики и Федерации конного спорта Якутии. Однако победитель забега на самой длинной дистанции так и не был определен. Почему, узнал наш корреспондент Денис Тишин. Горячий спор между жокеями и судьями из-за результатов скачек на приз правительства республики едва не перерос в рукопашную. Эмоции зашкаливают, ведь на кону главный приз – 1 миллион рублей. В инцидент пришлось вмешаться полиции и сотрудникам охранного агентства, дежурившим рядом.
А ведь поначалу ничто не предвещало скандала. Программа соревнований состояла из 7 дистанций от 1200 метров до 10 километров. По правилам скачек лошадь не должна заступать на траву. Это считается нарушением. Однако именно это и произошло во время забега на самую длинную дистанцию. Конные скачки на ипподроме Якутской сельхозакадемии проводятся ежегодно и неизменно привлекают большое внимание якутян. Некоторые зрители делают ставки на определенных лошадей. Каждый год, каждый раз в городе постоянно ипподроме. Наша семья держит скаковых лошадей, поэтому мы пришли сюда болеть за наших лошадей. Ну, каждый год тоже ходим, мы фанаты скачек. Победит, думаю, Порт-Артур. Традиционно соревнования поддерживают Федерация конного спорта Якутии и правительство республики. Сейчас проводятся очень большие мероприятия по всем районам нашей республики. Поддерживают муниципальное образование. Каждым годом увеличивается число скачек. И я думаю, что в следующем году еще больше будет, значит, для нашего народа, для населения нашей республики скачек, что люди очень поддерживают и любят наш спорт. Отбор проходил на пресс-дерби Намсах во время Сеха-Ломхо. Желающих очень много было, но 10 лошадей получили путевку. В конных скачках на ипподроме Якутской сельхозакадемии участвуют самые опытные жокеи республики, которые неоднократно становились призерами и победителями различных соревнований. Серьезных соперников надо считать всех. Как говорится, соперников не надо ценить. Победитель самого престижного забега на приз председателя правительства Якутии определится во вторник, 16 июля. А вот в дерби на дистанции 7 километров победу одержал жокей на лошади Сабдиана. Он и получит заветный 1 000 000 рублей. Денис Тишин и Григорий Хлопков, Якутск. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации смотрите на наших сайтах nvk-online.ru и як24.ru. А мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.